Этап камеральных работ с материалом, обнаруженным после крушения могильника в Цоре, проводится с привлечением сотрудников Института археологии и антропологии ИРАН. Специалисты отмечают, что долгое время Ингушетия была белым пятном на антропологической карте из-за малого количества исследований в этой области. И именно поэтому наш регион вызвал большой интерес археологов. Были работы Бунака и Алексеева когда-то очень давно по склепам. И больше к этим материалам, в общем-то, не возвращались. И мы с Умалатом когда-то придумали этот проект для того, чтобы заполнить вот эту лакуну и получить представление о составе средневекового населения Ингушетии. Исследовательская работа ведется совместно с ингушскими учеными-археологами. На данный момент установлен приблизительный возраст древних останков. Они датируются 17-18 веками. Большое количество найденного материала предполагает значительный объем работ археологов-антропологов, но особое внимание специалистов приковывают к себе черепа с женскими украшениями инситу, то есть серьгами на месте изначального положения. Явление это очень редкое, но точность исследований практически приближена к 100%. До сих пор ни в науке, ни в археологии не было известно, да, на каком месте они крепились. Да. Некоторые предлагали, что возможно на головных уборах, другие, что это височные кольца. Вот, оказывается, здесь они в инситу прямо фиксируются в мочке уха. Хронеологический анализ костных останков помог установить не только половозрастные характеристики, а также различные патологии и болезни, которые протекали при жизни этих людей. Следы обширного воспалительного процесса. Судя по всему, была какая-то травма, которую была занесена инфекция, было какое-то гнойное воспаление, разрушение костной ткани. Специалисты по одонтологии, науке, изучающие зубочелюстную систему, также сделали для себя пару очень интересных открытий. Оказывается, что предки ингушей практически не имеют сходств с другими народностями Кавказа и современными поколениями тоже. Более того, для наших предков характерно отсутствие каких-то серьезных заболеваний зубов, что свидетельствует не только о хорошем здоровье в целом, но и о гигиене. Очень мало случаев кариеса, очень мало случаев какой-то прижизненной утраты зубов. Вот это население, которое захоронено в склепах, оно вообще ни на кого не похоже из соседних популяций. Не похожи ни на какие народы современные. Проект по изучению антропологических материалов и склепов в Горной Ингушетии реализуется с 2018 года. За это время специалистами опубликовано множество научных статей. После завершения камеральных работ нами будет подготовлена научные публикации. В частности, в первую очередь, в Вестнике археологического центра. Это наше издание, которое мы готовим и выпускаем на свет. Работы еще много. К тому же она вполне вероятно и умножится. В Горной Ингушетии могильник Цори далеко не единственный, нуждающийся в реставрации и изучении. Ислам Дударов, Ахмед Исмурзиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.